12 марта. Я в аэропорту города Шарлотт, у подножия Апалачских гор. Вот. Покинул я детей. Ну, не навсегда, конечно. Поехал я на работу. И вот спустя почти 2 года декретного отпуска, заслуженного, я поехал на работу. Вот здесь у меня под Шарлотт, под городом стоит трак, ждет меня. Ждет меня там мой красавчик. А вот сейчас иду, сажусь в такси, еду к машине. Вот с завтрашнего дня уже начинаю работать. Так, ну все, я доехал до трака. Мне его сейчас показали. Тут я документы подписал. Все дела. Вот он стоит, красавчик. Пробег где-то 200 миль. 200 тысяч миль. Там, по-моему, 2020 года. Ну, выглядит ничего, нормально прям. Такой бодренький, свеженький. Красили, видно, его перед продажей. Толщиномером осталось еще пройти, посмотреть. Ну, не я же его покупаю, что. Посмотрим, что там в кузове. Такая вот халабуда огромная. Ой, блин, тяжело. Так, вот. Все, доброе утро. Время уже почти 11 часов. Вот, вчера вообще настолько уставший был, я ничего не снимал. В итоге я вот съездил в Walmart, купил там продуктов кое-что там, ну, чтобы было что поесть. Вот сейчас потихоньку обустраиваюсь. Сегодня с утра прошел всякие формальности по трудоустройству, так скажем, ну, для облегчения работы, потому что сейчас я езжу по логбуку, там устанавливал всякие приложения для связи с диспетчером, сам логбук, приложение, где можно все это отслеживать. Вот, и жду груз. Вот сейчас нахожусь в кузове, смотрю, что как. Вот. Спал, наверное, часа 3 всего. На новом месте тяжело спать. Ну, плюс еще там надо кое-какие мелочи доработать в самой кабине там, для сна, чтобы было поудобнее. Там шторку надо сделать, купить. Вот. Сейчас тогда проведу небольшой экскурс по траку, что да как. Вчера съездил вот в Walmart, капец им, конечно, когда он не груженный, легкий, капец, все трясется. Трясется, хорошо хоть сиденье с подушкой. С пневмоподушкой и не так сильно отдается в позвоночник. Вот. Вот кузов сам, запаска, доля для палетов. Не знаю, как часто она мне будет нужна. Стропы, тут цепи для колес. Вот, собственно. Тут ничего пока нету интересного. Вот лифт здесь. Ну, в принципе, все такие траки оборудованы такими лифтами. У меня уже есть опыт работы с таким траком. Я работал в Далласе, когда на мувинге. У меня тоже был такой трак. Я немного на нем ездил, конечно, я не знаю. Но опыт есть все равно. Так, вот здесь автобус такой красивенький стоит. Вот, собственно, кабина сама. Пассажирские сиденья отсюда демонтированы. Пространство такое, заходишь в кабину, офигеть. Так, как настоящая фура. Единственное отличие, такое серьезное, здесь очень шумно. Кабина очень шумная, потому что металл да пластик, больше ничего нет, никакой шумоизоляции. Вот здесь есть инвертор, так что можно подключать нормальные розеточки. Это хорошо, это очень хорошо. Вот рабочее место. Вот сиденье с пневмоподушкой. Вот. Так, тут ничего обычного. Циферблатенько, все старенько. Угу. Вот само спальное место. Здесь есть вибаста, обогрев
отопитель. Довольно мягенько, все хорошо. Сейчас свет включим. Здесь свет, все как положено. Вот здесь морозильник есть. Там я уже продукты вчера купил, закинул туда. Это очень круто. Очень круто. Ну, это я попросил, чтобы они взяли. И вот эту вот скороварку тоже. Но она не скороварка, там полчаса 40 минут и готово. В прошлый раз, когда ездил на маленьком траке, у меня тоже практически такая же была. От прикуривателя, который от 12 вольт. Вот. Но я не учел, что здесь есть инвертор. А с инвертором можно уже нормальную мультиварку, скороварку приобрести. А у меня дома как раз есть мультиварка у нас. Мы ей не пользуемся. Вот надо взять будет, когда буду дома в следующий раз. Вот здесь отопитель. Управление отопителем. Вот. Пока ничего не оборудовал еще. Тут все валяется. Буду потихоньку уже обживаться. Приводить все в порядок. Но пока в целом я доволен. Хотя работать еще не начал ездить. Но как бы пространство для жизни есть. Есть пространство для жизни. Самое бесячее в работе на траке — это ожидание. Сидишь, ждешь, не знаешь когда. Вот. Хочется уже в рейс быстрее выйти, уже встать на рельсы, так скажем. Вот прям. Сейчас уже время, уже 12, а все, нету никакого груза. Вышел прогуляться в лесок. Под мостом красота. Речка течет. Природа, конечно, здесь совсем другая, нежели во Флориде. Прям запах такой другой. Прохладнее, посвежее. Почки на деревьях только-только распускаются здесь. Там у нас во Флориде уже все распушилось почти. Здесь вот только-только начинается все. Самая классная пора такая. Время уже 4, а я все так и без груза. Кукую в машине, как обычно. Мне там звонили, короче, с грузом. Была возможность взять груз, но надо было в 8 уже быть на выгрузке. То есть мне там полночи надо было ехать. Я сказал, что с первым грузом лучше никуда не спешить, спокойно груз взять, потому что машина для меня новая. Как говорится, надо привыкнуть к аппарату. Вот. А то сразу так гнать, как бы, неохота. Плюс я не выспавшийся еще. Вот. Хочется спокойный. Вот взяли бы сейчас груз куда-нибудь до Калифорнии, до Лос-Анджелеса, спокойный, не спеша, там, к концу недели. Было бы шикарно просто. Так, ну что, наконец-то нашли груз. Загрузка уже будет завтра, но я сейчас еду на пикап. Вот. Отлично. Сейчас как раз под закат. 2 часика до пикапа. Завтра гружусь. Отлично. Дорога наконец-то.
Так, что, все хорошо. Сегодня я ночью как более-менее поспал. Хотя башка среди ночи разболелась. Пришлось ехать в магаз. На Тракстап рядом покупать там Адвил. Ну, типа ибупрофена, короче. Потому что башка трещала от усталости, от напряжения, видимо. Вот, сейчас загрузился. Итальянским текстилем везу в Индианаполис. Сейчас жду апрувал. И все, и можно ехать. Сегодня весь день долбить. Даже больше, наверное, чуть-чуть. Все, в Северной Каролине уже полдня проехал. Вот. Снимать вообще что-то желания нету абсолютно. То ли я отвык уже, не знаю. Неохота, а что, уже все это снимал я, когда 3 года назад ездил. Что-то ничего нового, в принципе. Не знаю из-за чего. Может, просто сил нету. Неохота пока. Что делать? Фу. Разгрузился сегодня в красивом, говорю, в маленьком городке с красивым названием Лагранж. Вот полночи не спал, ехал, заманался. Сейчас так иду, гуляю, пока груз еще не нашли на выходные. Мне сегодня пятница. Ну, надеюсь, найдут. О, красавчик. Поскакал. Ну, поскакали амиши. Затарились в Walmart, красавчики. Поскакали домой. А мне куковать в выходные здесь. То, чего я так сильно боялся, случилось. Жесть. Груза так и не нашли. Мучился. Ехал. Всю ночь ехал. Не всю, полночи ехал. Спешил, чтобы разгрузиться в 8, чтобы они быстрее нашли груз. Хрен собачий. А не груз. Теперь вот сегодня пятница. И мне 2 дня куковать. Охренеть. Просто охренеть. Это ужас. Я тут какую красоту заметил. Такую красоту во Флориде не увидишь. Гнилое днище. Вот это особенность северных штатов. В Флориде такого вообще не увидишь. Неважно, какого года машина, по кузову. Они все в отличном состоянии. А если тут уют оборудовал, купил розовенькую эту одеялко, шторки классные сделал. Красота сейчас у меня тут, уютненько. Прям такой хорошее все, приятненькое. Гуляю по ебеням мичиганским. Суббота уже, 4 часа. Такое все сижу. Хорошо, хоть в траке более-менее комфортно, нормально. Не маленькое пространство, большое пространство. Поспал днем еще. В общем, вот так вот. На кладбищах всегда хорошо гулять. Есть дорожки, машины не ездят, тишина. Здесь одни немецкие фамилии. Мичиган, там много немецких иммигрантов в свое время. Очень много немецких фамилий.
интересно смотреть, как меняется эпоха вот по местам на кладбище. Вот здесь вот 60-е, 70-е захоронения видно вот на... Это, я не знаю, это красный гранит, что ли, или что? Ну, преобладает такой цвет. Вот такого, назовем его красного гранита. А вон там вот много очень серого. Это вот начало 20 века, 19 век. Там вот все серое. Там такого красного вообще нету. То есть вот эпохи можно здесь наблюдать. Кладбище, вот прогулка по кладбищу, она, конечно, отрезвляет очень хорошо. Мысли в порядок приходят. Ты вот смотришь на вот эти все, на всех людей, когда-то живших. Ведь жили, радовались, грустили. И начинается переосмысление ценностей, думаешь, вот со всеми этими вот деньгами в погоне. Они ведь тоже все там гнались, работали, чтобы на что-то заработать. А вот сейчас бы у них спросить, у всех, вот, что бы, к чему бы по-настоящему бы уделяли внимание в своей жизни, они бы, наверное, конечно, сказали, что больше бы семье, детям уделяли бы внимание. Да, блин. И вот так вот иногда грусть так, конечно, приходит, думаешь, на чем мы тратим в своей жизни? Вот это городок Стургис называется. Интересно, тут музей вот рядом, тут фотографии. Музей закрыт, он там по требованию только работает, здесь фотографии разные. И вот нашел. Короче, городок назван в честь вот Джона Стургиса. И вот он построил в 1828 году скабин. Ну, типа землянку здесь построил вот под сосной. Ну, там, ну, это фотография 19-го года, то есть это сохраненная. До того времени она сохранилась, видимо, эта землянка. Вот там стоит памятный знак, что здесь первая землянка в поселении была. Вообще интересно. Вот они, мигранты, как раньше выживали. Не как мы сейчас. Все надо было строить в поле, идти и строить. Класс. На улице закат шикарный. Я сегодня купил сидр вишневый. Там яблочный сок и вишневый сок местный, мичиганский, офигенный просто. Настолько вкусный, я такой вкусный сидр никогда не пил. Настолько он крутой. Ой, вот сегодня суббота заканчивается, завтра воскресенье, еще один выходной. Наверное, оно и лучше даже, что выходные. Спокойно расслабиться, привыкнуть к траку, познакомиться с траком. Шторки вот сегодня сделал. Шторки крутые, теперь все, можно спать нормально, blackout. Ничего не пропускают. Хорошо. А я думал, что все.
снега больше не увижу. Размечтался. Вот, снежок тебе. Это больше, конечно, на град похоже. Такой гранулированный снег. Ну, блин, кайф. Снег в этом году увидел, значит. Официально галочку можно поставить. Вот, сейчас я передислоцировался. Вчера стоял возле Волмарта. Ну, вот сегодня проснулся и поехал в другое место. Тут какой-то парк есть. Миль 15 проехал. Даже 12, наверное. Какой-то парк и какая-то тропа интересная. Вот прогуляюсь сегодня, потому что я в одном месте так устаешь сидеть, там уже делать нечего. Вчера погулял. Сегодня что-то куковать тоже неохота. Я вообще рад, как ребенок. Снег — это так офигенно все-таки, как я люблю зиму. Прохладу, свежесть, холод. Не бывает плохой погоды или холодной. Бывает плохая одежда. Это точно. Блин. Круто вообще. Так вот я передислоцировался сегодня утром. Сейчас время уже 5 часов, 6 час даже. Вот вышел гулять. Ветер очень холодный, 1 градус. Дошел до городка сейчас. Фига, тут Хаммер полицейский продается. Интересно, за сколько? С таким отвалом еще. Прикольно. 90-го года. Что-то ценника нету. Это ладно. А вот этот вот фордик полицейский за сколько? Тоже for sale. Но ничего нету. Тоже никакой информации. 15-го года. Тоже ничего нет информации. Так. Вот этот таун, конечно, вообще прикольный. Он очень маленький, по сути, вот деревенский такой. Кантри стайле, тут рестораны, все дела. Так красиво, ухожено все. Приятно здесь гулять. Ого, срубный домик. Какой-то магазинчик такой. Редко такого видишь, чтобы был срубный домик. Доброе утро. Снежок такой выпал. Маленький слой, но все равно приятно. Рассвет такой крутой. Красота. Сейчас ждем грузы. Ja. Ja, just a little bit. Наконец-то я в душе. Почти спустя неделю после того, как уехал из дома. Вот сейчас заправился, у меня сейчас 50 галлонов заправка, это плюс 1 душ. И так по накопительной.
Хорошо. Так, я сейчас в Канзас-Сити разгружаюсь. Да, вот, в общем, разгрузился сегодня. Маленький груз был. 4-й груз уже у меня был. Вот маленький, буквально 5 миль я проехал. Ну, от загрузки до разгрузки. В даунтаун, в центр города. Вот. И без грузов остался сегодня. Уже в час я стал свободным. Вот, и пойду гулять по Канзас-Сити. Это часть Миссури. Канзас-Сити, он разделен между двумя штатами. Есть канзасная часть самого штата Канзас и Миссури. Да, тут криминальный райончик, ну, черный, соответственно. Вот здесь даже вот Алди, там охранник стоит. Я первый раз такое вижу. В Алди даже стоял охранник. Иду сейчас по парку. Спустился. А Канзас-то у нас на реке Миссури, на красавице нашей. Единственное, что сегодня я, наверное, к Миссури не спущусь, потому что она чуть-чуть подальше отсюда. Там надо спускаться. А там какая-то промзона, короче. Такой тропы нету, трейла до него. Ну, неохота мне сейчас, по крайней мере, идти никуда. Что у меня какое-то состояние такое. Вот первая неделя, вот вкаточная только вот в работу. И, честно говоря, вот в этом траке в нем очень сильно трясет. Потряхивает его. Ну, машина не предназначена для дальних дорог. В любом случае, этот бокс-трак, это как бы он локал, локальные загрузки и доставки. Вот поэтому в нем очень сильно трясет. В нем прям сидишь. Я вот сегодня ночью заметил, что меня самого трясет. Как будто тремор какой-то поймал. Может, это с непривычки, хрен его знает. Но факт есть факт. Поэтому, конечно, долго, может быть, так не проездишь. Усталость будет накапливаться очень сильно. Прикольно, здесь кто-то коз держит. Интересно. Это кто-то землю здесь в собственности имеет, раз так. Класс. О, это у них сарай. Прикольно. Коза он сидит. Привет. Сейчас весна, птички поют. Такая классная пора, так холодно еще. Сейчас ночью до нуля доходит. В минус даже заходит. Минус 0. Скалолазы тут. Классное место, чтобы полазить. Скальники такие.
в Канзас-Сити сидел почти весь день и к вечеру выстрелил груз на целых 2200 миль вместе с пустыми. Пустыми у меня сейчас идет 510 миль. Вот. Еду на загрузку в Даллас, в родной Даллас, Техас. Вот, сейчас через 2,5 часа буду на загрузке. Вот. И еду потом в Нью-Йорк. У меня будет 4 разгрузки по каким-то магазинам. Хороший заказ, мне нравится. Вот. И хочу погулять по Далласу, пройтись по местам, где мы были, где мы жили. Все-таки мы целый год в Далласе жили. Вот. И такие хорошие воспоминания. Есть и плохие, есть и хорошие, но все плохое забудем, оставим только хорошие воспоминания. Вот, и хочу пройтись, погулять. Что, вот и Техас. Сколько лет не виделись. Попал я в далласские пробки, как обычно, какой-то эквивалент. Даунтаун Далласа. Такое все родное, как пиздец. Как прикольно уже. Такая, уже ностальгические воспоминания по Америке даже. Уже в Америке самой есть. Россия, кажется, уже 100 лет назад была. А вот то, что мы жили в Америке. Уже приезжаешь в Даллас, думаешь, о, почти родной город. Хотя жили всего год, но все равно здесь. У меня Эльдарка родился, Аечка, детство Аечки было. Все равно есть воспоминания хорошие. Пробочки тут родные. Класс. Более 3 года здесь не был. Даже больше чуть-чуть. Ну, 3, да. Вот с этого места, можно сказать, 4 года назад у меня начался Даллас, техасские приключения. Вон там. Вот в том месте, где вот этот трак стоит, там раньше, может, это он сейчас стоял трак в мувинговой компании, в которой я работал на старте. Вообще, какая история была, почему, как мы в Техасе оказались? Ну, изначально мы приехали в Нью-Йорк, ну, вот, когда приехали в США. В Нью-Йорке пожили 4 месяца. Никаких знакомых, никого у нас не было, ни денег, короче. Нам без разницы было, где жить, в принципе, в каком штате. И вот оказалось, у нас здесь есть землячка оказалась. В Сан-Антонио, не в Далласе в самом. И мы сюда прилетели. Она позвала в гости, мы прилетели, как бы, а что, терять нам нечего, поехали. Тем более здесь тепло в Техасе было, это был там февраль. И, короче, вот мы приехали. Я там побыл дней 5 в Сан-Антонио и нашел работу на мувинге в Далласе. От Сан-Антонио до сюда где-то миль 300, наверное, я даже не знаю. Вот, я приехал и начал здесь работать и жить в траке. Жил в траке, прям внутри, в кузове, там бланкетами укрывался и так спал. Вот, пока первая денежка немножко не появилась, потом появилась денежка, я начал в гостинице здесь рядом жить. Начал жить в гостинице, но денег было мало, потому что работы как таковой не было, мало было. Там на еду и на жизнь в гостинице. Гостиница там 40-50 долларов всего стоила в сутки. Вот, конечно, выживал вообще как мог. А потом через месяц уже приехала Настя с Аей. Вот, а дальше уже другая история. Выживали здесь. Даллас, в принципе, ассоциируется все время с нервиками, проблемами. Работы как таковой не было нормальной. С работой там не везло. А если была, то мало, там зарплаты очень маленькие были. Нереально было там, как говорится, жить на это, существовать только. Ну, блин, но все равно ностальгия такая. 4 года прошло, как вот я сюда приехал. Такой все равно уже родной город. А вот Цезарь Такос. Вот здесь вот я кушал. Здесь очень вкусные супы. Супы, я даже не помню, как они называются. Ну, чисто мексиканская такая забегаловка. Очень вкусно и дешево было. Вот сейчас зайду, посмотрю, что изменилось. Вряд ли что-то изменилось, но...
На мое удивление, здесь за 4 года ничего не поменялось. Все так же. Все так же вкусно. Вот этот биф-суп, это как похоже на шурпу. С говяжьим мясом. Обалденно. Такие большие рубленые куски. Вот морковка, там, что там, капуста. Офигенный суп. И все это за $30. И рыба с картошкой. С картошкой фри. Вообще обалденно. Ну это просто шик-блеск. Все за $30. Чуть-чуть подорожало, конечно. В прошлый раз, по-моему, суп этот около 10 стоил. Сейчас 14-15. Цены вообще на все в Америке выросли, так что ничему не удивляться. Покушал, сейчас приехал на район, где мы жили. Вот гуляю в лес. Наш любимый лес, где мы с Аечкой постоянно гуляли. Вот речка White Rock Creek. Для нашего вот речка. Постоянно здесь гуляли. Шикарно. Сейчас она по весне тут реки полная, потому что дождей много. Но помню, тоже весной было. Какой-то ливень пошел. Здесь она настолько была бурная. Реально было страшно. Она метра на 2, наверное, поднялась. Настолько воды много пришло. О, конная полиция. Здесь бассейн, купались. Загуляю по апартментам. Ностальгия. Хорошие апартменты здесь. Так, ну что, поехали. Погулял, поспал чуть-чуть. Вот, все, длинная дорога, 20 часов мне езды. Но это за выходные мне надо проехать. Сегодня пятница, вот суббота, воскресенье. И в понедельник в 8 утра мне в Мэриленде надо быть на разгрузке. Так что через пол Америки мне ехать сейчас. Тормознулся сегодня. Сейчас хожу, шаги нахаживаю, 10 тысяч шагов у меня норма. Вот. И как не гулять, как на кладбище. Ходим где можем. Сегодня не успел разгрузиться вечером в Ньюарке, это Нью-Джерси. Такой район, короче, чернушный прям. Вышел погулять сейчас. В Ньюарке мы жили в хостеле, когда приехали в Америку, буквально. Первые недели в Америке, первая неделя даже. Мы тут нашли дешевый хостел, там, вонючий, короче.
там комнату нашли. Вот. Мы когда мыкались, короче, по Америке еще. Вот. А сейчас вот, конечно, места здесь такие, блин, люди же живут здесь. Не, как бы ничего, но это все равно трындец. Ох, выезжаю с этого несчастного Нью-Йорка. С Манхэттен там проезжать. Пробки, как обычно. Я вот не понимаю, как вот можно вообще в Нью-Йорке жить, имея машину, вот и каждый день вот видеть вот это вот, сталкиваться вот с этим вот пробками вечными. Сколько времени тратится на эти пробки? Ведь это ужас просто. Я бы уже с ума сошел бы давно. Психанул бы, наверное, и это. Суициднулся бы, наверное. Но нереально. Поэтому в таких городах огромных люди вот с ума исходят, по сути дела. Крыша едет. А у кого-то вообще окна выходят вот на такую автостраду. Вот люди живут вот так вот по бокам в этих домах вот, с видом вот на эти пробки, автострады. Не, конечно, есть какой-то в этом прикол, наверное, тоже. Так пожить какое-то время. Интересно, но это не на мой вкус. Что-то давно ничего не снимал. Сейчас я в Миссури, в городе Джефферсон-Сити, штат Миссури. Тут вообще обалденно. Весна такая сегодня. Тепло будет, 24 градуса днем. Сейчас утро, 9:40. Класс. Такой аромат, птички поют. Я тут в парке разгрузился. Вот только что приехал в парк сейчас. Занимаюсь здесь, подтягиваюсь на качельках. Такой кайф. В общем, я под Сент-Луисом. Сегодня без груза, в пятницу остался. Вот. Дело в том, что мне надо ехать домой и обновлять драйвер лайсенс. Вот, потому что я не могу работать без драйвер лайсенса. Вот. И, возможно, я завтра полечу с Сент-Луиса в Орландо домой. Ну, классные колесики. Не могу. Такие смешные траки эти. Классные колесики. Главное, чтобы не бабахнули. Так, ну что, сегодня 30 марта. Я сегодня лечу домой. Трак оставил на тракстапе. Вот, и буду неделю дома отдыхать. Должно все быть хорошо. Сейчас иду на речку Миссури. Я припарковал тут трак недалеко, на тракстапе, рядом с речкой. Пойду поздороваюсь с моей Миссури, любимой. Ах, люблю я гулять по Америке, по вот всяким проселочным дорогам. Не часто так удается погулять. Ну, не в связи с работой, а в связи с тем, что почти везде частная территория. Там вход закрыт, там въезд, вход.
Вот, и когда вот есть такие места, где можно подойти к речке спокойно, это круто. Надо этим пользоваться. А в России же таких дофига мест. Ходишь там на окраинах, да и в городе. Никаких там private property такого нет. Ходишь где хочешь. Шел здесь, смотрю, фонарик нашел велосипедный. Не включается, видимо, может зарядка кончилась. Вот офигенный фонарь. Посмотрел, он $80 стоит. 1200 люмен. Это вообще обалденный фонарь. Такой добротный, классный. Батарею зарядить. Тут USB Type-C. И все. И все будет чики-пуки. Будет работать. Хорошая находка. Кто-то потерял, конечно, жалко, потому что я знаю, что такое потерять фонарик, тем более такой хороший. Видимо, растрясло его, он выпал. Ну ладно, зато он теперь будет мне служить, если он рабочий. Тем более здесь хорошие люмины. У меня фонарик мой предыдущий на велосипеде сломался, там было 800 люмен. И, честно, да, он был хороший. А потом я купил, и сейчас у меня 300 люмен. Это очень слабый фонарик, не хватает. Вот. А вот это 1200, это очень круто. Очень круто. О, все работает. О, надо просто сжать было долго. Класс. Крапивка. Честно, я бы сейчас супчика бы приготовил бы. Из крапивного, с клетками из теста. Вкуснятина. И с тушенкой. С говяжьей тушенкой вкусной, хорошей. Запах крапивы — это запах детства, не иначе. То есть сижу здесь в лесу, птицы поют, весна, такая красота, все пробуждается. В Флориде такого практически нет. Ну, там другая зона природная. По-своему хорошая, но там по-другому. Здесь все-таки какой-то вот в штате Миссури что-то родное, близкое мне. Недалеко здесь от Чувашии природа ушла. Здесь уже через пару миль, там мили 3-4 уже заканчивается Миссури, и она впадает в Миссисипи. Да, вот Миссисипи впадает. Ну вот Миссури — это самая длинная река все равно в Северной Америке. Вот. Если бы дальше текла Миссури, то она вообще бы одна из самых длинных бы в мире была бы.
но дальше идет Миссисипи, не знаю почему. Хотя Миссури длиннее, чем Миссисипи. Ну, такие вот дела. Миссури родная. До сюда мне пришлось далеко-далеко плыть. Это вот из Монтаны, когда я плыл. Это еще много месяцев бы я вот до этого момента бы плыл. Еще месяца 3, наверное, точно бы. Настолько длинная. Если в Монтане я воду прямо из Миссури набирал и пил, ну, кипятил там, варил на ней, то здесь уже такой роскоши нет. Столько городов уже на ней находится тут до этого момента. Здесь так рисковать не стоит. Я думал, аэропорт в Сент-Луисе огромный, а он вообще маленький. Малютка такой, тишина здесь так непривычно. Классно, мне нравится.